Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В стране началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Граждан прививают препаратом «Спутник Ви». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции. Самыми первыми вакцину начали получать медики. Как они себя чувствуют? Были ли побочные явления? Защищает ли вакцина от болезней? Будут ли прививаться дети? Об этом мы спросим сегодня у главного врача детской инфекционной больницы Якутска Владимира Богдашина. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Врачи одними из первых получили отечественную вакцину от COVID-19. Скажите, сколько медиков в вашей больнице привились и как они сейчас переносят прививку? Значит, на сегодняшний день завершили вакцинацию, то есть получили первый и второй компонент вакцины «Спутник Ви» 66 человек. Еще 15 сотрудников у нас ожидают получения второй вакцины. Это где-то у нас получится в начале февраля. В общей сложности у нас на данный момент привито 81 работников. При поступлении в республику следующего транша мы еще планируем привить около 50 наших работников. В первую очередь у нас привиты работники, те, которые работают в красной зоне, в ковидных бригадах. Персонал приемного отделения, персонал реанимации, отделение воздушно-капельного отделения. Все работники перенесли вакцину благополучно, без серьезных побочных проявлений. Вот, насколько я знаю, вы тоже получили вакцину от коронавируса. Расскажите, какие были ощущения, какая реакция была у организма? Да, я сам тоже привился вакциной Гамковид-Вак. Первую дозу, первый компонент я получил до Нового года. Вторую дозу я получил в начале января. У меня выраженных побочных эффектов не было. После первой вакцинации были местные проявления в виде мышечных болей. И все. А так на сегодняшний день чувствую себя хорошо. Все нормально. Что на данный момент врачи уже знают о вакцине, которая начала применяться? Какова длительность ее действия? Сколько раз ее нужно ставить? Вот смотрите, на сегодняшний день гражданский оборот запущено две вакцины российского производства. Это, во-первых, Гамковид-Пак производства научного центра имени Гамалеи, Санкт-Петербург, и Эпивак Корона научного центра города Новосибирска «Вектор». Вакцины созданы на различных технологических платформах, но их объединяет одно общее – отсутствие самого вируса в составе вакцины. То есть эти иммунобиологические препараты не могут вызвать заболевания. В спутнике Ви на аденовирусном векторе носителя содержится ген БКС коронавируса, а Апивак в короне содержит синтезированные 3 составные части генома коронавируса. Оба эти российские вакцины зарегистрированы, не вызывают серьезных побочных эффектов и имеют хороший иммунологический эффект. По данным производителей она достигает до 92%. В настоящее время в нашу республику поступает большими партиями вакцина «Спутник Ви», так как он был разработан в течение прошлого года. Эпивак Корона была зарегистрирована позднее и вышла в гражданский оборот в небольших партиях. Хочется отметить, что «Спутник Ви», технология, на основе которой произведена вакцина, успешно используется уже в течение 17 лет в институте Гамалеи. Например, для вакцины против лихорадки Эбола. В центре Гамалеи оценивает, что длительность иммунитета может достигать до 2 лет. Обе вакцины вводятся двухкратно с интервалом 3 недели после первой вакцинации. Вкратце так.
Скажите, а много ли врачей в вашей больнице все-таки переболело ковидом? И есть мнение, что те, кто заражается в больницах, переносят болезнь более тяжело. Так ли это на самом деле? Ну, персонал, конечно, нашей больницы не избежал заражения новой коронавирусной инфекцией. Много ли, мало по сравнению с другими больницами оценивать сложно. Я считаю, что мы долго держались. Основная заболеваемость среди работников нашей больницы пришлось во время второй волны. Это где-то в октябре месяце, когда началась вторая волна массовая. Да? К тому времени у медицинских работников накопилась усталость, выгорание. Половина случаев была связана с заражением домашних в очагах от членов семьи. Но на данный момент мы справляемся с заболеванием среди детей и среди наших работников. Вот если говорить о переболевших, то показана ли вакцинация им? Так, по рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев не прививаются. По истечении этого срока могут быть привиться, но после предварительного тестирования на наличие коронавируса COVID-19. После 6 месяцев. Расскажите, а как сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди детей? Сколько за время пандемии пролечили детей в стационарах? Вот смотрите, по статистике дети реже и легче болеют COVID-19, чем взрослые. Но они подвержены все равно заболеванию. У нас поступают дети с тяжелой формой коронавирусной инфекции, в первую очередь у детей серьезной сопутствующей хронической патологии. В группе риска дети относятся с избыточным массом тела, сахарным диабетом, болезнями свертывающей системы крови. После второй волны, которая у нас наблюдалась с октября месяца, у наших детей встречается постковидное осложнение, так называемый мультисистемный воспалительный синдром. Это все связано с перенесенным COVID-19. Общей сложности за прошлый год у нас через нашу больницу прошло более 550 детей с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на это заболевание. А можно ли говорить о том, что сейчас показатели заболеваемости COVID-19 среди детей снижаются? И связано ли это с актированными днями, когда дети были просто вынуждены сидеть дома? И как вы думаете, чего ожидать, когда дети вновь пойдут в школу? Вот любое разобщение детских коллективов, будь это в детских садах, в школах, дистанционное наше обучение, актированные дни, конечно, способствуют прерыванию путей передачи респираторных инфекций и уменьшению заражения детей в общественных местах и организованных коллективах. Да, это один из наиболее действенных на сегодняшний день механизмов для снижения заболеваемости среди детской популяции. Тем более в период, когда нет детской вакцины. Но когда все это ограничения будут сниматься, надо просто соблюдать в школах, детсадах строго предписания, которые нам дают управление Роспотребнадзора. И надеемся, что высокого подъема заболеваемости не произойдет в прогнозе. Очень бы хотелось, чтобы было именно так. Сейчас пока что вакцинируется только взрослое население, но когда масштабы производства вакцины возрастут, надо ли будет прививать детей? Вакцинацию детей, конечно, однозначно необходима, но она начнется после завершения всех клинических испытаний и получения официального разрешения государственных регистрационных органов для вакцинации детей. Да, на данном этапе пока вакцинируются лица старше 18 лет. Ну а что бы вы сказали и посоветовали как врач тем, кто еще думает, нужно ли ставить вакцину или все-таки пока воздержаться?
Рекомендации такие: надо настроиться на вакцинацию, чтобы разработать разработанные вакцины, они эффективны и против новых мутаций. Слышали, наверное, да, все, что в Англии появилась новая форма мутации коронавирусной инфекции. Но по данным разработчиков, она эффективна тоже против этих мутаций. И одно надо сказать, что вакцинация – это наиболее один из эффективных методов, который предотвращает дальнейшее распространение инфекции, снижает риск заболевания, снижает риск тяжелого течения заболевания и снижает цифры летальных исходов от заболеваний COVID-19. Благодаря массовой вакцинации будут созданы благоприятные условия для возвращения в безопасной среде, будь то в детском саду, в школах, начнется учеба для студентов, люди будут в обычном режиме работать уже в очном режиме, так сказать, на работу выйдут. И будут обычной жизнью жить. Владимир Владимирович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Ну и вам, и всем врачам. Огромное спасибо за вашу работу. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Но вакцинация от COVID-19 мы говорили с главным врачом детской инфекционной больницы Якутска Владимиром Богдашиным. Берегите себя и своих близких, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.